Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Обычно мы рассказываем о том, что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело. На этот выпуск мы начнем с трагедии, которая потрясла всю страну. 20 сентября 18-летний первокурсник, вооруженный дробовиком 12-го калибра, пришел в кампус Пермского классического университета и открыл стрельбу. Погибло 6 человек, десятки пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». На месте работал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. После событий в Перми служба безопасности СВФУ провела внеплановые проверки во всех объектах кампуса и контрольно-пропускных пунктах. Кроме этого, охранные структуры проверили работу точек экстренного вызова, которые прямиком выводят на связь с Росгвардией. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Анатолий Николаев. От имени Северо-Восточного федерального университета выражаем глубокое соболезнование семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. К сожалению, стрельба произошла в учебном заведении, где проявление любой формы насилия недопустимо. Со вчерашнего дня в университете стартовали лекции для первокурсников по профилактике правонарушений, противодействию экстремизму с кураторами из Министерства внутренних дел. Это мероприятие мы проводим каждый год в обязательном порядке. После трагедии в Перми социальные сети Якутии всколыхнула новость, что во дворе одной из школ Якутска мужчина демонстрирует предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием. В образовательное учреждение незамедлительно был направлен наряд полиции. В ходе проверки полицейские установили и задержали 17-летнего уроженца города Якутска. Предварительно установлено, что во дворе школы 17-летний подросток увидел двух школьников, запускающих петарды. В ходе разговора с ними произошла словесная перепалка, в результате чего он достал страйкбольный пистолет, увидев который мы школьники убежали. Также идет проверка жительницы села Майя, которая распространила фейк о стрельбе в школе. Она рассказала о стрельбе на территории одной из школ и прилегающих магазинов. О заложнике, ученике 3-го класса, сбежавшей классной руководительнице и пострадавших и другие надуманные подробности. После публикации официальных комментариев компетентных ведомств женщина продолжила распространять недостоверные сведения и обвинять их в сокрытии информации. Официально признаю, что вчера, 21 сентября сего года, разместила неверную информацию о том, что была стрельба в школе номер 13 города Якутска. Информация оказалась недостоверной, пост был удален. Еще одна новость про подростков. Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Якутска по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками полиции в тайниках, расположенных в районе птицефабрики города Якутска, обнаружено и изъято 8 свертков наркотических средств общим весом свыше 3 грамм. Кроме этого, в ходе личного досмотра у несовершеннолетнего изъято 37 свертков наркотических средств общим весом более 16 грамм. Следствием установлено, что несовершеннолетний хранил их с целью дальнейшего сбыта. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. В Следственном комитете нам сообщили, что за 6 месяцев 2021 года в отношении несовершеннолетних возбуждено 41 уголовное дело. В прошлом году таких дел было 25. Чтобы преступлений и происшествий было меньше в дальнейшем, стражи правопорядка не забывают о профилактике. Так, инспекторы ГИБДД проводят традиционные занятия для первоклашек. С началом учебного года сотрудники госавтоинспекции проводят в школах практические занятия с использованием мобильных городков. Инспекторы показывают на практике и рассказывают детям о правильном поведении на дорогах нашей столицы. Также они ведут беседу с родителями об использовании световозвращающих элементов и обязательном использовании детских удерживающих устройств. На этом все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.